Вітаю усім, добрий вечір. Дякую за підтримку, за донати. 5 год мы у эміграції. Усі не те окуляри. Ось це, сорян. О, усі, навіть самые романтичні і широ настроєні на перемогу беларусы павінны былі зразумець, а шмат хто ўжо і зразумеў, што мы тут за мяжой у эміграцыі надоўга. Сябры, хто верыць, што мы хутка вернемся дамоў, паставце, калі ласка, плюсик у каментарах. Мне чамусьці падаецца, што іх будзе не шмат, але тым не менш. Тым, хто сёння называе сябе і дэкларуе як прадстаўніком беларусаў, беларускага народа, вельмі зручна, што зараз такая вось непэўная сітуацыя. Мы сёння будзем размаўляць пра дыяспары. Все ведаюць, да, што такое дыяспара. Это гуртаванне людзей, когда людзі стаяць адзін за аднаго. Вось. Гэта было незручна з Лукашэнкі, гэта, як мне падаецца, незручна нашым цяперашнім лідарам, таму што яны будуюць сваю вертыкаль праз канферэнцыі, кабінеты, рэзалюцыі в Еўрапарламенце, і яны, маё меркаванне, ніхто з іх не збіраецца вяртацца дамоў. А вось мы, звычайныя беларусы, живем тут за мяжой, стареем, працуем, перажываем, думаем, як вернуцца. Вось. І цалкам магчыма, сябры, што мы можам не вернуцца у Беларусь. Я, канешне, не хачу пра гэта думаць, але калі быць, цвяроза мысліць і глядзець, што адбываецца, то так. І калі мы не хочам растварыцца дымам над вадой чужых замежных рэк, палёў, над іх гарадамі, нам трэба рэальны ўплыв рабіць на палітыкаў там, дзе мы жывём. А для гэтага нам патрэбны моцныя дыяспары, такія, якія маюць дыяспары: габрэі, армяне, тыя ж нашы браты-украінцы. Супольнасці, што ўплываюць на мясцовых палітыкаў, улазіць у парламент, прабіваць свае інтарэсы. Таму што, напрыклад, калі ты становішся грамадзянінам Польшы ці Літвы, ты ўжо выбаршчык, ты ўжо не нуль. На жаль, што шмат хто з нас не можа стаць так хутка грамадзянінам, як гэта зрабілі таксама нашыя лідары, некаторыя з іх, да, што ў іх ёсць уже і тое грамадзянства, і тое грамадзянства. Вось. І, сябры, і калісьці ва ўкраіне у нас была сапраўды моцная дыяспара. Рыхтуючы матэрыял, думаючы пра дыяспары, я знайшоў інфармацыю і шмат інфармацыі вельмі супярэчлівай, вельмі цікавай пра беларускі дом ва ўкраіне, які існаваў, падаецца, з восені 2020 года, і там была сапраўды вельмі моцная дыаспара, баявая, з характарам. Яны там знаходзілі, біліся з нейкімі ціхарамі, вось, лавілі іх, там, дапытвалі, в смысле, в добрым сэнсе, все на відэа. Карацей, я вельмі шмат прапусціў, я вам уже казаў, і вось я ўбачыў гэта, і гэтая дыяспара выходзіла на акцыі супраць МАЗа. Яна выходзіла, ездзіла на мяжу з Чарнігаўшчынай, каб яе пачулі, каб украінскія ўлады не пакупалі бітуму Лукашэнкі, таму што яны папярэджвалі, што па гэтаму бітуму, па гэтым дарогам прыедуць на гэтым беларускім бітуме, будуць ездзіць расійскія танкі. Так потом і адбылося. Ось. І сёння я буду размаўляць, мне просто вельмі цікава было, і я вельмі задаволены, вельмі рад, што чалавек, который быў у гэтай дыаспары, можна сказаць, там, ад самых яе вытокаў,
Гэта, ну, вы ж не сядзелі ў турме, многія ведаеце, да, это Бажэна Жолудзь. Бажэна, добрый вечар. Заходзь, калі ласка. Добрый Заходзь, вечер. калі ласка, добрый вечар. Вось, хацелось бы паразмаўляць аб гэтым добрым прыкладзе моцнай дыяспары. Скажы, калі ласка, яна сапраўды была моцнай, ці мне так падалося, потому што я бачыў гэты движ, который вы рабілі, у вас ёсць канал, который, на жаль, ужо патух, там ёсць відосы, там у вас выходзіла даволі шмат чалавек, і былі такія акцыі, якія, ну, як я разумею, вельмі моцна дражнілі рэжым. Да, на самом деле, мне кажется, украинская диаспора на 2020-2021 год была одна из самых активных белорусских диаспор по странам, мне кажется. Ситуации были разные, мы делали акции, где-то там, да, ругались, кто-то с кем-то что-то не могли поделить, но мы все равно старались активничать и собирались воедино, когда это надо было. Когда нам нужно было показать, что мы вот здесь, и мы не хотим, чтобы Украина сотрудничала с Беларусью вообще. А хто стаяў у яе вытокаў, хто быў завадатарам? Белорусская диаспора заводатаром имеете? Ну, все ж таки там были как бы особы, твары, которые займаліся, ну, рухавікамі, якія былі. Потому что я так зразумеў, што гэта былі, у гэтым ліку былі вы, там был Віталь Шишоў, что вось я ведаю, там был и Сіўчык, и Толстая, и Сергей Лукьянаў, и Радзівон Батулін, и нейкі чалавек, ввогуле страшна пра яго чытаць, караткіх Босман. Ось. А насамрэч, так много заводатаров? На самом деле было очень много разных организаций, очень много людей, которые уезжают, допустим, в Польшу, Литву, куда-то делать документы, проезжали через Украину, и они активничали. Ну, на 2020 год, да, это была Алена Толстая, это вот были волонтеры из разных городов, просто которые приезжали в центр Киев как в перевалочный пункт. Не хочется, если честно, называть имена конкретные, чтобы нигде никому случайно не навредить. Да, это также был Родион, это также Виталий. Не соглашусь с тем, что Сергей Босман. Лукьян тоже поучаствовал. В целом очень большое количество людей, которые они сменялись постоянно. Они приезжали, кто-то оставался постоянно в Киеве, кто-то ехал дальше. Так или иначе, они активничали с самого начала и приходили все на акции, общались друг с другом, старались поддерживать друг друга, собирались на Майдане вот каждое воскресенье. Я бачу, ведаеце што? Это вот Віталь Шишоў зараз на экране у вас з майго боку. Гэта был ваш блізкі чалавек, ён был дырэктарам, ну, кіраўніком, скажем так. Мне знаеце, што цікава? Мне цікава, як гэта ўсё стварылася, то бок я чытаў вашы справаздачы, да, на канале. Там у вас вельмі шмат спраў, вот я вам, ну, нагадаю, калі вы не памятаеце, да, то бок вы там за год зрабілі там столько-то акцый, зрабілі-то столько-то людям дапамаглі. Вось, все так даволі падрабязна опісана. Я просто заўсёды как бы думаю, там это цікава, сколько, да, трэба было ну, на гэта ўсё грошаў. Вось, ну, понимаете, да, про что я говорю, что цікава. У вас были, як гэта называются, донатеры, кто донатил у вас, были, ну, спонсоры? Смотрите, изначально Белорусский дом в Украине, он создавался где-то в конце сентября, начало октября, точно я уже не вспомню, и он даже тогда так еще не назывался. Это была группа активистов, которые собрались просто в Киеве на Майдане, в Аромакаве, сели и начали обсуждать, чем мы можем помочь белорусам, которые бегут от и ищут куда-то
прибиться, чтобы им помогли начать новую жизнь, условно, да. Тогда же мы еще думали, что мы, конечно, вернемся домой, это временно, но, к сожалению, как время показало, что нет. И мы начали сели, собрались и начали думать, кто чем бы мог собираться. Вот в тот момент был создан такой маленький чатик на этих активистов, там было около 10 человек на тот момент. Там еще даже не было Виталия в тот момент. Виталий чуть позже приехал, недели на 2 после этого момента. Ну и с этого, можно сказать, начался белорусский дом в Украине. Мы распределили обязанности, кто что может делать, кто что, чем может кому помочь, кто может помочь с юридической какой-то стороны белорусам, которые приезжают, кто может там собирать вещи по белорусам, которые плюс-минус обеспечены и могут поделиться с кем-то, кто может там с хостелами посоветовать, кто может сидеть и отвечать на вопросы в чат-боте людей, которые не знают, куда вообще ехать, куда идти. На тот момент это начало было такое. Чуть позже уже, когда вот эта, смена людей стала очень активной, то есть те первые люди, которые собирались в Аромакаве, начали уезжать дальше, приходили на их место новые люди, уже появился Виталий, и после "Варты Света" Родион. Ну и также наших тоже волонтеры, чьи имена я не могу называть. Не треба. Да. И тогда уже там спустя какое-то время мы решили официально зарегистрировать эту организацию, чтобы люди, даже вбив в Google уже ну, какую-то информацию об Украине, едя сюда, они могли набрать элементарно, узнать, куда, где какие адреса, где кто собирается, чтобы вся эта информация была в открытых источниках. И да, мы делали очень много акций. По поводу донатеров это, конечно, интересный вопрос, потому что по факту донатеров не было у нас. Мы из своих средств собирали кому-то на одежду, собирали кому-то, кому не хватало на хостелы, покупали там детям какие-то там принадлежности, там, если надо для учебы. У нас на момент варты света стояла скрынька. Вот это единственное, наверное, место, где собирались тогда деньги. Это стояла на варте света возле белорусского посольства в Киеве скрынька, куда каждый желающий украинец, белорус, любой человек, который приходил поддержать нас, мог закинуть денежку. И то по итогу ее украли, и денег оттуда мы не получили никаких совершенно, даже на помощь белорусам. Но я видел в чате у вас такое вельми сур'ёзнае стаўленне да справаздач. Все как бы ну, показывается, что там тратилось. Вы сказали, что люди некоторые побыли и ехали далей. А чаму яны ехалі далей? Яны ехалі куды? У Польшу, у Нямецчыну, куды и чаму? Но основная масса людей на тот момент ехала в Польшу, э, поскольку у нас в Украине на тот момент было еще только 90 дней легального пребывания. Те, кто приехали в августе, да, они там побыли с середины осени, и уже по факту должны были ехать дальше или искать какие-то основания для того, чтобы сделать вид на жительство и остаться в Украине. По-моему, только к зиме у нас появилась возможность, чтобы мы находились 180 дней в Украине. Вот, ну, люди сами смотрели, что им лучше: остаться в Украине или, может, они поедут дальше. У кого-то есть друзья, которые могут приютить, пожить, у кого-то там варианты какие-то работы появлялись. Люди сами выбирали, но основная масса ехала на тот момент в Польшу. В Украину они скорее приезжали, чтобы сделать визу гуманитарную и уже легально въехать в Польшу. А я знаете, что подумал? Я подумал, что если бы, например, были больше спрыяльныя умовы ва ўкраіне, то больш бы беларусаў там асядала. Потому что я вам скажу, я не ведаю, як было у Польшы, напрыклад, так? Но калі я прыехаў, то я ніякіх дыяспар не бачыў. Ну, вот вось вы там показывали, ну, то есть на видосах, что вось вы кажете, что мы и працу шукаем. Ну, понятно, не как бюро по працаўустройству, ну, што заўсёды там клапаціліся пра беларусаў, значит, помогали с легализацией. Вот мне цікава, як вы дапамагалі с легализацией, як, у якой форме? Смотрите, на тот момент мы уже искали связи с украинскими юристами, которые бы на безвозмездной как бы оплате да, могли помогать и консультировать в целом по любым юридическим вопросам белорусов, не только там вид на жительство, а в целом. И мы нашли такой контакт, и мы до сих пор сотрудничаем с этими юристами.
они нам расписали, сделали такие, как скажем так, памятки, которыми мы могли пользоваться и присылать белорусам, на каких основаниях мы могли им помочь сделать вид на жительство в целом. То есть, мы за ручку прям не проводили, но если надо было кого-то там сходить в миграционку, мы занимались таким, но в основном это была консультация пошагово, что люди могут сделать. То есть в Украину они ехали, да, как вы говорите, что диаспоры, может, в Польше никакой не было, у нас была, но мы находились в тот момент в таком положении, что людей было очень много, и каждого за руку взять и провести по какому-то определенному пути, ну, просто физических возможностей их не было на тот момент. И мы официально от ДМСа по пунктам, какие есть у нас, основания для того, чтобы люди оставались, мы начинали расспрашивать, консультировать, искать, может, у кого-то родственники. На тот момент Украина ввела, что если приезжали, допустим, айтишники, только потому что они айтишники, они официально работают на IT-компании, они уже на этом основании им давали виды на жительство. То есть им было достаточно профессии. Ну и мы, в свою очередь, пытались как расширить этот круг, оснований для белорусов, чтобы задержаться в Украине. Но все равно на 2020 год это еще не так было легко, скажем так, да, как, допустим, уже в 2021. Бажана, мне вельмі цікава матывацыя. Ну, допустим, асабіста ваша, то есть маладая дзяўчына, вам тады было ўвогуле, наверное, гадоў 20, вы там давалі інтэрв'ю Лахвічу, вы там ўвогуле ну, маладая былі 20 год. Матыў, ну навошта вам гэта трэба было, то бок без ну, на энтузіазме дапамагаць беларусам, каб яны облегчать им жыццё. Мэта. Наверное, завышенное чувство справедливости, поскольку моя страна была несправедлива и ко мне. Я понимала, что таких, как я же тоже уехала по факту из страны, условно, там, с одной сумочкой. Я еду на 2 недели без одежды, без работы, без каких-то сбережений. Ночью просто пешком перешла границу и пришла в Украину. И таких людей просто ехало тысячи. И я понимала, что если у меня есть какие-то знакомые, которые так же, как и я, собирали подписи и были вынуждены чуть раньше уехать туда, у меня есть хотя бы чуть-чуть на кого-то опереться, то у тысячи людей такой возможности просто нет. Они едут в никуда, и им некоторым было страшно ехать даже в Украину, в никуда. Поэтому у меня был мотив, конечно, чтобы они чувствовали, что они не одни в первую очередь, что мы совсем справимся, что мы один за одного, как ни крути. Мы будем помогать друг другу, чтобы они не боялись уезжать из дома. Лучше уехать, чем сесть там. А скажите, калі ласка, а вот Віталь Шышов, ён таксама вось гэтым кіраваўся гэтым пачуццём? Ці ў яго былі нейкія іншыя мэты? У него уже не просто, на жаль, не запытаешься. Да, у Виталика тоже было завышенное чувство справедливости, как и у меня. И доброе сердце — это в первую очередь, мне кажется. И то, что происходило дома, он также участвовал в протестах, и он видел все это, что происходило. И он ехал по факту в Украину тоже в никуда, и он столкнулся с этим, что никого не знаю ли куда идти на тот момент, да, но все равно поехал. И им руководствовало практически то же самое чувство, что и мной. А скажите, калі ласка, вельмі вельмі такая супярэчлівая фігура Родион Батулин. Там я читаю, что он там чуть ли не там с азовцы, ну там не убивали людей, в том числе Виталя. То, что он там, ну, в общем, что он такой бандит Бандитыч во всех базах, вот. И он же, атрымоўваецца, с вами был вельмі доўгі это, а ён чым кіраваўся. Я просто глядзеў відос, где он там с Виталем сидел, мне вельмі запомнілася, что ён казаў Радзівон, что мы вось нашли чалавеку працу, а ён кажа, сколько вам даць грошай, а он кажа, самое галоўнае, каб ты спадабаўся працадаўцу, чтобы ён сказаў, что вы нам ну, нормального працоўнага ну, наш знайшлі чалавека. Якую ролю выконваў Гена? Пан Гена, он был заместителем, так? Ну, типа, как бы, по вашей там иерархии. Э, Смотрите, как таковой иерархии нету ее, и сейчас нету.
То есть это юридически на бумагах нам нужен был просто человек, на всякий случай, который тоже имеет право подписи, чтобы мы могли подавать, допустим, в ту же Верховную Раду какие-то обращения. На самом деле, все вопросы решаются до сих пор коллегиально. То есть прежде чем сделать какое-то действие, это не то, что там Виталик был главой, и он такой: "Вот я решил, так будет". Нет, у нас было голосование, и оно и сейчас есть. Мы обсуждаем, каждый выносит свое мнение, и мы голосуем. То есть заместитель юридически только по факту Гена был, а так он был наравне с нами всеми, как и Виталий, он юридически глава. Подождите, так я тогда крышечку просветите меня. То бок, я не понял, то есть зараз, гэтая арганізацыя яшчэ існуе? Існує. Просто не обновляется, этот телега, вот я который там читал, последняя была вельми давно. Я подумал, что окей, окей, у такім выпадку яна такая же моцная, ну понятно, зараз ідзе вайна і на акцыі не павыходзіш, гэта понятно, но это все как бы працуе у такім же рэжыме ці спала Э, актыўнасць? Активность спала, Вайна. да. Белорусы, ну, там очень маленький процент тех, кто жил в Украине до войны, остались там жить. Сейчас в основном в Украине белорусы — это те, которые воюющие. То есть наши мужчины-белорусы поприезжали, кто с семьями, кто без семей, кто обзавелся семьей там уже. И вот сейчас в Украине основной процент — это вот мужчины наши, и они воюют. Сейчас, конечно, есть запросы к нам на какую-то помощь, но их по сравнению с 2020, 2021, 2022 годом это минимум просто. Понятно. А я так, ведаеце, я подумал так, что там столько скандалов было, ну, что и какие-то рейдеры, вось я глядзеў таксама пресс-конференцию, значит, Сивчик, Толстая, там, что там позабирали какие-то телефоны, покрадли. Я просто чаму думаю, что калі столькі шуму вакол чагосьці, то ну, гэта як бы ну, варта ўвагі, разумееце, потому что что-то камусьці значыць трэба, там нейкія інтарэсы ёсць і гэта. Так а што по поводу, напрыклад, удзела у арганізацыі Сергея Лукьянова? Что ён Э, там рабіў? Пару слов буквально. я не могу сказать, что в целом Сергей Лукьянов как-то вообще коснулся именно организации «Белорусский дом в Украине». Он коснулся, не знаю, это даже не организация, она не была зарегистрирована, «Варты света». На момент, когда мы 40 дней стояли под посольством белорусским в Романе Бондаренко. Вот, скажем так, он сделал канал, сделал чат, и он до сих пор, наверное, остается их владельцем. И в этих каналах и чатах мы давали график тур, подвоза еды. Ну и вот, наверное, в этом моменте каком-то мы соприкоснулись с ним уже. А в самом белорусском доме по факту Сергей Лукьянов не имеет вообще никакого отношения к нам, как к самой организации. Я чаму пра яго запытаўся, ну так звярнуў на яго ўвагу. Ну ён там ну, просто быў, Сергей, значыцца, звярнуўся да мяне і ён хоча выйсці в эфир і распавесці пра сабе. Ён скінуў мне все матэрыялы, што ён марадзёрнічаў у гэтым, што ён там быў датычны да справы чорнай кнігі Беларусі. Не, просто я насамрэч не прыдумаў яшчэ у якой форме з ім паразмаўляць, таму што калі чалавек хоча сказаць, я лічу, што ему ну калі он в адэкватнай форме хоча распавесці, то ему трэба даць слова, ну потому что это ж дэмакратыя, правильно, его трэба выслухаць, тым больш Э, да, я согласна с вами. Его нужно выслушать. Меня удивило сейчас то, что вы сказали, что он сам скинул информацию о том, что он мародер. да. Да, Очень да, 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 да. Я просто, это правда? Ну, я ж думаю, ну, я как бы, и он такая как бы скандальная фигура, и я просто не ведаю, не придумал яшчэ формат, но мне трэба з ім паразмаўляць, потому что ён хоча, я не могу ему адмовіць. То, что он мародерил, это правда. Есть даже журналистское расследование. Если есть необходимость, я могу Не, ён мне скинул, я его глядел. Я Э, его глядел. мародерить мародерил. У меня о нем такое впечатление сложилось еще до его мародерства, не очень, если честно, потому что на момент «Варты света», когда мы поставили вот эту скрыньку, которую
факту мы должны были на белорусских беженцев тратить, человек, увидев эту скрыньку, тогда нам заявил, что мы должны ему платить какую-то зарплату за то, что он там стоит. Вот с того момента мнение о нем у меня очень плохое, если честно, Ясно. как о человеке в целом. И понятно, да, понятно мнение. Слухайте, окей, ну, не ведаю, пару слов тогда про Алену Толстую распавядзіце, пра Сіўчыка, потому что я бачыў там такую велізарную прэс-канферэнцыю. Які яны ўдзел прымалі ў гэтым усім? Смотрите, на момент собрания вот тех волонтеров, которые стояли у истоков Белорусского дома в Украине, Алена Толстая присутствовала. Она была так же, как и все остальные, она имела право голоса, когда мы принимали какие-то решения на тот момент. Однако сама организация «Рух солидарности разом» на протяжении всего нахождения, я бы сказала, в Украине пыталась немного всегда на себя как-то перетянуть одеяло. Так как они постарше, они уже этой протестной деятельностью, борьбой с Лукашенко занимаются подольше. И это было всегда. И у Альберта это не исключение было при создании, так скажем, организации. Особенно вот вы говорите про конференцию, про видео. Это вообще для меня был шок. Потому что, если кто-то не знает, я просто скажу, когда эта конференция была. Когда нашли тело Виталия, буквально там через день, через 2. То есть по факту еще тело Виталия не остыло, а Алена Толстая собирает конференцию, в которой рассказывает, что мы у нее там украли телефон, что мы у нее отжали права на организацию какую-то. Мне, с одной стороны, это было так все смешно, а с другой стороны, в целом мне противно от того, что люди выбрали вот такой момент, когда вся диаспора в шоке, просто для того, чтобы перетянуть все внимание на себя. А потом еще больше я, знаете, дело, они на этой конференции рассказывали, какие там мы, не знаю, головорезы, мы там про боцмана, с боцманом, не боцманом. Через пару дней сама диаспора сделала акцию в память о Виталии, и Алена Толстая приходит и в микрофон начинает рассказывать, какой светлый был человек Виталий. Я вот тут, когда узнала, что она там будет, я просто приехала, чтобы спросить у неё в глаза: "Тебе не стыдно о том, что ты сейчас несешь? Ты буквально 2 дня назад с говном перемешала и нас, организацию, Виталия, а сейчас ты через 2 дня рассказываешь, стоишь в диаспоре, какой был святой человек". Так что у меня такое мнение о них. Что-то делают, пусть делают, но подальше от нас, пожалуйста. Для меня Бажена? не лучше, чем при Лукашенко, вот честно. Это аморальные просто поступки есть. Бажена, знаете что? Я, насколькі зразумеў, насколькі я погрузился, ну вот, ну, было цікава в гэтыя абставіны пра Віталя Шышова, да? То бок, я правильно разумею, тыя акцыі, што вы рабілі супраць рэжыму, МПЗ, тот же Бітум, да, на чарнігаўскай мяжы, Мгм. супраць Маза, супраць Беларусь Каля, яны настолькі былі неабыякавы рэжыму, што яны забілі маладога хлопца праз гэта? Я бы, наверное, сказала, не настолько акции, как сама сила диаспоры. То есть, режим сам пытается, конечно, нас всех разделить и до сих пор расколоть, но наша диаспора, как бы на то ни было, мы все равно собирались воедино, и мы даже не собирались прекращать никакие акции, ни постоянные обращения к белорусской, ой, господи, к украинской Раде. Мы собирались идти до конца, до победного просто. И вот они, мне кажется, режим сам, он не понимал, что нами движет. Почему мы продолжаем это делать? И даже после смерти Виталия, да, люди, конечно, испугались, стали меньше выходить, появляться в целом, но мы не прекратили этого. Мы продолжили все равно. Нас остановила по факту только война в Украине, потому что нам было небезопасно уже. Люди начали уезжать. Если бы не было войны, не началось полномасштабное вторжение, Вторгнення. то мы бы продолжали все равно. Диаспора бы не распалась, и они не могли понять, почему мы это делаем, что нами правит.
Нет, но все равно, вы разумееце, у чым заключаецца сіла дыяспары. То бок, чалавека, напрыклад, таго жа, Мікіту Крыўцова, яго ж тоже прыбралі, тоже за нешта. І я просто, чаму, ну, схіляю вас, да думкі, што, ну, навошта забіваць чалавека, калі, ну, калі ён, напрыклад, не перашкаджае. Ну, разумееце, пра што я пытаюся? То бок чалавек Э, узначальвае і робіць, ну, я так думаю, да, і праз гэта ён вельмі замінае, і праз гэта яго выбіраць. Вось вы самі кажаце, што вы написали, вось зараз стаіць, чытаеце, да, написали десяток обращений в офис президента Украины, несколько десятков мы передали в посольство Польши, Литвы, Норвегии. Окей, вот эти вот звороты, яны нейкім чынам уплывали, отказывали на іх, нейкія прымаліся нейкія меры там. Як рэагавалі вось гэтыя арганізацыі, куды вы пісалі? Конечно, украинские, ну, наши обращения украинские, которые мы в разные организации отправляли, на них приходили ответы, они нас поддерживали. Очень много украинцев в целом нас поддерживало. Они понимали, что у нас общий враг, и они понимали, что там движет ими, что они издеваются над своим народом и садят всех. А Ответы. Европа как отказывала? Но если взять отдельно, допустим, Норвегию, то нельзя сказать, что там была какая-то активность. Мы ходили конкретно под норвежское посольство, не одну акцию там провели. Ходили в Яру, писали обращение в офис Яры. Так, ну, я бы сказала, что была активность какая-то от них нулевая, если честно. А другая Европа? Э, Польша? в Польше была своя диаспора, на тот момент она была еще плюс-минус тоже достаточно активна. Мы скорее поддерживали какую-то связь с диаспорой, и если какие-то там вопросы, то совместно уже что-то старались решать. Ответы-то были, но это скорее инициатива больше польской диаспоры уже была, чем украинской. А вы можете рассказать вот такие самые, которые вам запали, самые, на ваш взгляд, значимые досягнения вашей диаспоры за период активного існавання? Что вы зрабілі такое, что просто ух? Слушайте, ну, в первую очередь я хочу сказать, что мы ух, потому что в любом случае мы справились с поддержкой людей, которые ехали. То есть это большой поток, достаточно людей был. Мы справились с этим. Мы нашли в себе и моральные, и физические силы, и искали какие-то ресурсы у друг друга, чтобы помогать. Мне кажется, это вот это первое, за что можно сказать, что вообще белорусская диаспора в Украине, мы молодцы. Мы собрались и сделали это, мы выстояли. Второе — это что нас услышало, украинское правительство. Вот это очень радует, потому что они в какой-то момент начали нам идти всецело навстречу. Даже те же 180 дней в Украине — это уже была большая победа. Это ничего себе, как давало возможности даже белорусам, приехав в Украину, подумать, куда они хотят поехать и что они хотят дальше делать. Ну, не только в миграционном каком-то направлении, а в целом они нас поддерживали. Те же акции без проблем нам всегда согласовались. Мы проводили акции где хотели, просто отправив письмо в полицию диалогов, допустим. Они поддерживали нас всецело, чтобы мы активничали в Украине. Что еще? Сейчас подумаю. Не, я просто вас выслухаў, вы, наколькі я ведаю, за месяц до войны апублікавалі зварот да беларусаў з папярэджаннем аб немінучым нападзе Расею на Украіну у бліжэйшы час. Вось, як вы аб гэтым даведаліся? Ну, і вот то, что вы зрабілі. На самом деле, мысли о том, что нам нужно быть готовы к этому, они были давно. То есть, на протяжении практически, ну, всего времени до начала полномасштабного вторжения мы постоянно предлагали белорусам, какие-то, скажем так, кружки по интересам. Собраться, пойти в тир раз в неделю, пройти медицинскую подготовку, или еще что-то, да. Я вот лично сама
буквально до конца, реально вот прям перед самой полномасштабкой, наверное, только перестала ходить, а так я и ножевым боем занималась, и стрелять училась постоянно, и с Виталием мы ездили каждую субботу в тир, и у белорусов была такая возможность, у тех, кто хотел этим заняться, тоже заниматься и учиться. Учиться защищать себя в первую очередь. Ну окей, а как вы узнали, что будет вторгнение? Ну, мы же общаемся тоже с украинцами. Украинцы нас поддерживают. Очень много украинских военных, которые с 2014 года воюют, нас поддерживают. И информация приходила от них, информация приходила от работников СБУ, которые постоянно стояли под консульством белорусским в Киеве. Ну, то есть мы общались между собой, получали какую-то информацию, что есть предпосылки к этому. То есть мы старались предупредить людей, потому что было очень много тоже Ой, как слово подобрать, суперечек, верить в это или нет. Я сама лично скажу за себя, я до последнего не верила, что это случится. Я думала, что это произойдет, Ну, но а предупредить людей нам все равно стоило. ну, а вы рыхтавалі дыяспару да гэтага? Конечно, конечно, Ну, конечно. як? Тем же самым предложением пойти научиться стрелять, пройти курсы эти, медицинской подготовки. Конечно, общались друг с другом, что может такое, случиться, что нужно иметь, ну, условно, тревожный чемоданчик снова, к сожалению. То есть Мгм. информацию мы старались донести, а уже верили, не верили, но я думаю, что очень много людей не ожидали просто такого, как и я, несмотря на информацию. Ну, вы же звяртались в офіс Святланы Ціханаўскай з просьбай, каб БДУ звяртаўся, каб выпусціць маніфест і папярэдзіць беларускую дыаспару, што ну, набліжаецца вайна. Да, мы обращались в офис, но, к сожалению, какого-то отдачи, так скажем, на нашу просьбу мы не получили по Ну, то есть факту. ее проігнаравалі, так? Скажем так, да. Слухайте, а вы ввогуле нейкім чынам супрацоўнічаеце з офісам Ціханаўскай, там, з нейкімі дымсіламі? Ну, напрыклад, вось памятаеце, у маі 25-го года была канферэнцыя «Беларусы свету». Так, памятаю, але на ёй я не была. А хто быў з вашых? Таму што там былі з Італіі, з Германіі, там нейкія былі людзі там і ўсё, і яны такія былі давольныя, што Святлана Георгіевна, ну, как бы мы вось там, в Італіі. Ну, і наколькі я разумею, што раз они прыехалі, то яны нейкім чынам супрацоўнічаюць з офісам. Честно говоря, если бы мы получили какое-то приглашение, я бы с удовольствием поучаствовала в этом. Но работа в целом с офисом Светланы Тихановской, она не заладилась изначально. Не знаю почему. Мы не раз писали обращение в офис. Мы просили Светлану, пожалуйста, приедьте в Украину. Здесь очень большая диаспора, и мы ждем вас. И мы готовы, не знаю, закидать просто письмами Раду Верховную, чтобы восприняли как президента Беларуси, чтобы вы обговорили там те же миграционные вопросы, что как они могут нам посодействовать, чтобы мы, может, могли как-то посодействовать офису в этих вопросах, чтобы мы решили все легче. К сожалению, ну, ответа как такового не было. Вот у меня первый разговор со Светланой Тихановской по видеосвязи, тогда была не только я, в целом представители украинской диаспоры, случился только после полномасштабного вступления уже, наступления. И он результатов совершенно не дал. После приезжали представители, тоже от офиса Светланы, но это всегда выглядело в таком формате: мы соберем вопросы и вернемся с ответами, с решениями. И ни разу, к сожалению, решение проблем, которые они собрали, и вопросов мы не получали. Работа с офисом Светланы Тихановской не сложилась изначально, и сейчас она не слаживается. А как думаете, чаму? Я в первую очередь думаю, что из-за какого-то, возможно, предвзятого отношения, возможно. Ну, конкретно, если говорить про нашу организацию «Белорусский дом в Украине», я думаю, что из-за этого в первую очередь. По поводу диаспоры самой, да, почему диаспора с ней не сложилась. Э, Когда мы спрашивали, почему она не едет к нам, мы ее ждем. В ответ мы получали, что небезопасно Светлане ехать в Украину. Мгм. То есть, мол, Украина не может обеспечить
ей там, допустим, безопасность такую же, как та же Литва. Поэтому она не поедет. Мгм. Я просто, знаете, про что думаю? Не хочу вас там наталкивать на такие прямой отказ, но мне так подаецца, что не зацікаўлены наши дэмсілы, каб дыаспоры былі моцныя. Ну мне так падаецца. Таму что, ну, напрыклад, калі прыязджаў этот недавно прыязджаў гаспадар Павел Латушка у Вроцлав, яны разместили то, что он приедет, типа диаспора, да, в 5 часов, а встреча была всем, и там они какой-то чай пили. И я просто разумею, тут что-то не то. И то и самое, например, вот итальянская диаспора, там это Юхно, которая там была на этом, она там просто за офис топит, и я разумею, что они зацікаўлены одно в одном там. И у апошняй резолюции парламента яны прынялі, што рэзалюцыя парламента прыняла, што у еўрапейскіх сталіцах будзе пашырэнне прысутнасці офіса Ціхановскай, яны будуць вырашаць, займацца праблемамі беларусаў, открывацца будуць новыя кабінеты, то бок у Киев прыехаць не могуць паразмаўляць з жывымі людзьмі, но там яны збіраюцца нешта адкрываць. І яшчэ я бачу вельмі моцныя нападкі на вас с боку СМИ, Матолька, Реформбай. Вось. І што самае цікавае, на што я звярнуў увагу, піўныя каралі, ведаеце, да, што нашы хлопцы адкрылі піўной бар там в Варшаве, да? Вот. Калі у телеграм-каналах ёсць матэрыялы, і они пишут, расследование ёсць тут, про Шишова, там, про Азов, там, как кто кого. И когда переходишь по ссылкам, ссылки не працоўныя. То бок яны, ну, разумеюць, что гэта, ну, я так разумею, что гэта хлусня, и к чаму я веду, что заўсёды такая палітыка СМИ, яна узгадваецца з офісам, тому что Светлана Георгиевна постоянно просит, ну, для них грошы, и яны, я думаю, робяць тое, што нічого себе, тое, што, ну, ім кажуць. Ну что, спадарыня Бажэна, давайте поразмаўляем апошняе пытанне. Як вы думаете, то, что я задвинул у самым пачатку про диаспоры, про то, что мы, магчыма, не вернемся домой, и то, что нужно ствараць моцные диаспоры, да, то бок как габрэйские, армянские, влазить в политику, идти в парламент, становиться громадянами, потому что мы тут будем жить, и нам трэба, чтобы наши интересы держава, где мы живем, выконвала. Что б вы сказали, як трэба гэта рабіць, вось гэта гуртаванне, якім чынам? Потому что мы бачым, на жаль, что не цікавяцца нашим жыццём, нашай палітыкі. Ім усё роўна, вы як хочаце, на картиночку мы покажем, что дали там вам пару копеечек, а так выживайте сами. Что трэба рабіць, каб зрабіць дыаспору моцная? Да, поддерживать друг друга в первую очередь. В первую очередь оставаться людьми всегда. И как бы там ни было, мы все равно все земляки, и у нас общая проблема. И справляться мы поодиночке, конечно, можем с этим, но только объединившись, мы сможем побороть Лукашенко и вернуться домой. Мне, если честно, не хотелось бы думать, что мы останемся здесь жить. Я хочу, например, не знаю, родить детей в Беларуси, хочу, чтобы они назывались белорусами. И мы должны держаться вместе, да, мы должны объединяться, мы должны собирать по каким-то там поводам, допустим, информационным, подписи с людей и подавать эти обращения в местные органы власти для того, чтобы видели, что это не проблема одного человека, это проблема ты. Никакой офис за нас это не решит, к сожалению. Нет, ну, знаете, тут же есть такой момент, Бажена. Офис-то, да, он не решит, но офис берет под белорусскую справу деньги, он берет деньги на белорусов. Если бы они брали деньги на себя, тогда понятно, тогда вы нас не представляете. А так яны везде кажуць у Европе, что яны наши прадстаўнікі, беруць под нас грошы, что я лішу, ну, маргінезам, да, і яны не робяць справаздачы, яны чамусьці заўсёды пишуць
что это небяспека людзей, да, ну не будем зараз узгадывать гаюн там, да, план перамога. Вось. Хотя у вас ввогуле есть простыя механизмы, как вы пишете, ну, у вас в БДУ, мы зробім справаздачу без всяких ніхто, ну, без всяких асабістых даных, тому што гэта не складана зрабіць справаздачу, но яны не робяць. Не Ось. складана, калі не бярэш грошы, скажем так. Нет, не складана, калі ты можаш за іх Не, справаздачыцца. ну смотрите, как, допустим, в Белорусском доме. У нас было всего 2 сбора. Один из них это был на похороны Виталия, а второй это мы помогали Вовкам да Винчи, мы завозили технику, они написали, что им не было необходимо, и мы открыто показали, что, где, за сколько мы купили. Но мы в таких объемах, как офис, конечно, Ну, так я ж і тяжело, кажу, наверное. Богдана, ви так себе параўноўваеце з офісам. Это добрая такая амбіцыознасць, але ну самі разумееце, да, там мільёны даляраў ідуць і ідуць незразумела куды, і няма справаздачы ніякай, і ну гэта как бы ну вельмі, ну на мой погляд, крынжова, і што ты ну не гавары, ім усё роўна. Давайте зараз адкажам на пытаннішкі, якія прыйшлі ад гледашоў. Ну все роўна, то бок я не вельмі зразумеў вашу рэцэптуру, просто быць чалавекам, а што аб'ядноўвае людзей, Таму што вот я вам скажу, што зараз, дзе я жыву, напрыклад, усе заняты сваім жыццём, ну понимаете, да, то бок і ну нет такога адчування, напрыклад, што калі нешта здарыцца, тебе дапамогуць, понимаете, вось. Я понимаю, да. Ну и людей тоже можно понять в этой Конечно, ситуации. так я и кажу, а как так рабіць, как так рабіць, чтоб люди аб'ядноўваліся ну на низавым узроўні, па гарызанталі і дапамагалі адно аднаму. Хотя мне дапамагаюць тут, я нічога не скажу, что у меня есть тут как бы ну как бы такой дыаспоры я тут ну не бачу, тут дыаспора нейкая ёсць мусіць, но я з імі як бы ну не сябрую, не хожу туды, потому что ну а что, калі прыехаў Латушка, меня не запросили, не оповестили, не надо меня, я неправильно выразился, не оповестили, что приезжает наш кіраўнік рэвалюцыйнага аддзела. Ось. Ну такое сабе, непрыемна гэта. Будуем дэмакратыю, да, а выкарыстоўваем лукашэнкаўскія ўсе гэтыя алгарытмы. Так, ну что, готовы адказваць на пытанні? Так. Так. Канадская диаспора, сельский культурный клуб. Поставьте ласки, калі ласка. Поставьте, калі ласка, ласки. Дзякуй, што вы сёння з намі. Дзякуй за донаты. Так, дзякуй. Так, тут... Не, просто вы можете сами там читать, просто не по теме, просто такой автоп смешной. Так, вот, так, Феникс с нами тут, так, тут, блин, тут... Так, расскажите, калі ласка, як вам удалося скрасці і разблокаваць тэлефон Алены Толстой? Это очень... Я на него отвечу. У Алены Толстой никто никогда не крал телефон. Я могу рассказать, почему она так говорит. Расскажите. Вначале, когда вот собралась группа волонтеров на тот момент белорусских, и мы пришли к истокам того, что нам нужно создавать какую-то официальную организацию, я уже говорила это, что там была и Алена Толстая. И мы, получается, создали чат на этих людей, чтобы мы могли общаться, не обязательно всегда физически собираться нам где-то и голосовать, да, для принятия каких-то решений. Этот чат создавал на тот момент парень, который, не буду говорить, где находится, он тоже белорус, тоже он и сам из Бабич, и он был как бы владельцем этого канала. Но со временем он уехал в Польшу, и уезжая, он права на весь канал, чат, он передал Виталию. К сожалению, Алена Толстая была возмущена, почему не ей. Но я не могу ответить за того парня, почему сделал он именно так, но она с чего-то решила, что, наверное, мы украли телефон и все забрали. Вот пишет Жорик. Как выживают в Украине белорусские пенсионеры, мамы-одиночки, инвалиды? Нужна ли им помощь и какая? Смотрите, сейчас я не могу сказать, что
такого слоя людей там очень много осталось. Они с войной, скорее всего, выехали. Ну, как выживают? Трудно. Трудно выживают. Да, мы помогали и пенсионерам, которые бежали из Беларуси. Помогали и вещами, и у нас был договор там с риэлторами, помогали и с квартирами, и вообще психологически пытались помочь, поддержать, потому что для человека, который уже, ну, возраст не молодой, скажем так, да, который за плечами что-то нажил в Беларуси, ему еще сложнее покинуть свой дом и уехать. Поддержка в первую очередь. Ну, моральная, это, мне кажется, 50% залога успеха просто. Спросите, пожалуйста, что думает Бажена про вируса Виталия Кондратенко. Можете не отвечать, но он все-таки общественный деятель, и вы тоже, так что я думаю, что надо отказать. Як вам, Э, як вам, Ничего як ви плохого о нем не думаю. А? Ничего плохого о нем не думаю. Ну, то есть вам подобається контент, який он робить? Если честно, я очень давно не слежу за его деятельностью, я знакома с ним лично, и я бы сказала, что это один из тех людей, кто, наверное, помог мне уехать из Беларуси, потому что я не совсем собиралась эвакуироваться, если честно. Я хотела стать узницей совести и думала, что мы победим все равно. Я нормально к нему отношусь, но я не знаю, чем он сейчас занимается. Я вообще не могу ничего на это сказать. Понятно, понятно, понятно. Тут я вот не понял, Жорик то ли троллит, то ли что пишет. Нужны ли белорусам в эмиграции центры поддержки, община, сядзібы белорусов, где можно жить и помогать друг другу социально слабым слоям населения? Ну, если, конечно, Конечно, да. Ну, конечно, да. да. Только как это сделать? Как это сделать, правильно? То это вельми складано что-то построить, типа белорусский дом построить, да, в чужой стране. Это только аренда, наверное, какая-то бешеная. Так. Окей. Во-первых, да, сложно в этом моменте. А второе, как, допустим, в многих, организациях польской здесь диаспоре, белорусов, у них есть какое-то определенное время, когда люди могут пожить. То есть во времена 20-21 года белорусы жили массово тоже в хостелах, им помогали, им оплачивали это все, они проживали там, но тоже определенное время, потому что людей много, и много кому нужна помощь, и это жилье. Я вам скажу так. Мне очень импонирует ваша жыццёвая позиция, Бажена, то, что вы тратите свой час на дапамогу людям. Вось я как бы упэўнены, што такая праца, я ўпэўнены ў гэтым, павінна аплачвацца грантамі, ну разумееце, да, у грантах по великаму рахунку весь нет, ну нічога, ну дрэннага, так? Но просто калі б вам шоў заробак і вам не трэба было хадзіць на працу, вы просто вось працавалі бы, рабілі б справаздачы, это было бы, ну, гораздо эффективнее. Вы згодны со мной? Не згодна. Лично Чаму? мне надо. Нет, ну слушайте, ну как не надо? Ну вы же живете, вы же не Ну, питаетесь конечно, воздухом. живу, да, я работаю, я понимаю, но я могу, я помогаю тем же украинским военным, да, на сборы какие-то. Я могу, я лучше, знаете, тихо помогу, чем открыто там откуда-то возьму денег, и в меня будут тыкать пальцем, что ты взял. Даже если я читаю, знаете, все равно найдутся те, кто пальцем тыкнет. Не, Бажена, ладно, это тема для другой передачи, мы с вами будем зачиняться, я вам просто скажу, что глобально в грантах нічога дрэннага няма. Дзякуючы грантам з'явілася много файных ініцыятыў і добрых спраў. То, што з імі зрабілі данацёры некаторыя і некаторыя прадстаўнікі, которые гранты бяруць, вось гэта яны павінны ў тым, што яны з гэтага зрабілі карупцыю, таму што ёсць шмат грантаў маленькіх, разумееце, і што калі вам, напрыклад, капала 1500 ну, евро в месяц зарплата, которую вы там зарабатываете, это пустяк у поравнании с тем, ну, сколько их выделяется, на невядома что. А инициативы есть самые розные, вельми полезные. Так что у меня хутка у гостях будет хлопец с Украины, ён специалист по грантах. И он сказал, все распавядзе, и вы обязательно это проглядите, вельми добра вас отзывался.
вы гэта праглядзіце, каб вы так не думалі, Таму што ну насамрэч вы неправільна думаеце. Калі б у вас был заробак ну нармальны, вось напрыклад, как людзі зарабляюць на тыя, напрыклад, хто дакументуюць злачынствы рэжыма. Яны ж не могуць просто ні за што сидзець і ну понимаете, про что я кажу, гэта важно. Я понимаю, что вы говорите, Вот. да. Моя позиция такая, что мне это не надо. Все, Просто хорошо. Сябры, бажение не надо. Гранты, помогайте украинцам, которым допомагает Бажена. Так? Вот Жорик пишет, украинцы создали центры помощи. Мариуполь, зарплаты нужны сумленные белорусам. Жорик, я немножко вот последние не понял ваше про это, ваше это. Я хочу сказать усім вялікі дзякуй, сябры. Бажена, вам хочу сказать вялікі дзякуй, дзякуй, што вы ёсць. Апошняе пытанне. Вы былі у камандзе Святланы Ціхановскай. Калі б гэта адматаць назад, вы былі у камандзе падтрымкі вось зараз з вашым розумам ці не? Калі б вы зналі, што все так выльецца? скорее да, чем нет, поскольку других вариантов у нас не сильно много было все равно. Ну, получше, чем она на тот момент. И свой шлях, который был, вы бы прошли бы знову, так? Да, я бы прошла бы еще раз. Бажена, вялікі вам дзякуй за размову. Сябры, вам дзякуй, што вы былі з намі. Бажена, скажыце, да пабачэння па-украінскі будзе, да? Да пабачэння, дзякуй вялікі, Бажена, да пабачэння. Слава Украіне, жыве Беларусь, Боже храні Амерыку, не жыве Польска. Да пабачэння. Сябры, праз 2 гадзіны, прабачце, праз гадзіну на канале Народны рэпарцёр будзе эксклюзіўны эфір для спонсораў канала. У мяне іх 10 чалавек. Будзе версія Ваўкалакі Дзяніса Урбановича пра тое, што здарылася з Васілём Пацуком. Урбанович быў ягоным сябрам, близким сябрам, яны общались. Вот, так что, если хотите посмотреть без всяких обрезок этот материал, ну, закликаю стать спонсорами, это каштует $1 или 1 евро. Але, калі вы не станете спонсорами, нічога страшного, потому что я гэта спампую, подрэжу, ну, непрыгожие месцы, ну, ведаете, там, вот это, там, или что-нибудь там, вот такое. Вот, запомпую туда, значит, еще там мне прислал Урбанович, значит, фактуру, телефонные размовы, скриншотики, все это зраблю, будет прыгожее кино. Дзякуй, что были со мной, жыве Беларусь, слава Украине, нех жыве Польска. И вам великий дзякуй, что вы со мной и падтрымліваеце меня. Да пабачэння. А завтра у нас будзе спадар Лахвіч Наўковіч Александр. И запрашаю вас о 21 по Менску.